На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Минобороны Абхазии проходит оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава вооруженных сил. Министр иностранных дел Олег Барцис встретился с новым президентом Федерации абхазских культурных центров Яузом Атрышба. Сухумский физико-технический институт «История развития и вклад в мировую науку». Вышло в свет новое издание об истории одного из самых известных научных учреждений на постсоветском пространстве. В Министерстве обороны Абхазии 4 и 5 декабря проходит оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава вооруженных сил республики. Приветствуя присутствующих, вице-президент Абхазии Беслан Бигвава отметил: необходимо активно развивать вооруженные силы республики в условиях меняющейся геополитической обстановки. Подробнее Анастасия Никонова. Товарищ вице-президент, участники сбора к занятиям готовы. Начальник генерального штаба генерал-полковник Савченко. 4 и 5 декабря в Министерстве обороны Абхазии проходит оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава вооруженных сил. Мероприятие проводится в соответствии с планом подготовки на 2026 учебный год и проходит под непосредственным руководством Верховного главнокомандующего президента республики Бадры Гунба. 1 декабря в вооруженных силах нашей страны начался новый учебный год. Хочу от имени главнокомандующего вооруженными силами президента Бадры Гунба поздравить всех генералов, офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат с этим знаменательным событием. Достойное выполнение служебных задач при нанесении службы невозможно без высокой профессиональной подготовки, натренированности, понимания ответственности. Начало нового учебного года – это очередной этап повышения профессионального мастерства каждого военнослужащего, совершенствование ваших умений и навыков. Ваши знания должны быть направлены на качественное выполнение служебных боевых задач, независимо от условий и обстановки. Хочу пожелать вам в этот период особого чувства патриотизма, мужественности, воинской дисциплины, верности присяге и успехов во владении воинскими знаниями. В ходе двухдневного мероприятия особое внимание уделяется рассмотрению актуальных проблем обеспечения военной безопасности государства и развитию вооруженных сил в условиях меняющейся геополитической реальности, отметил вице-президент Беслан Бигвава. В этих целях необходимо укреплять и совершенствовать все компоненты системы национальной безопасности – государственную, военную, общественную, информационную, экономическую и другие не менее важные сферы безопасности. Особое внимание необходимо уделить военной безопасности. Важным фактором реализации этой задачи является системное развитие вооруженных сил, направленное на согласованное применение всех видов и родов войск при решении поставленных задач, сосредоточение усилий на обеспечение мобильности и маневренности, высокой точности поражения, использование нестандартных и неожиданных форм применения и способов боевых действий. Развитие вооруженных сил будет осуществляться и по другим направлениям. В приоритете улучшение жизни и быта военнослужащих, совершенствование форм обучения войск, развитие учебной материально-технической базы, целенаправленное и надежное тыловое и финансовое обеспечение. Главнокомандующим вооруженными силами даны организационно-методические указания по подготовке вооруженных сил в 2026 учебном году. Руководство страны уверено, что все задачи, поставленные перед вами, будут успешно выполнены. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Абхазии Владимир Савченко отметил, что в рамках сбора на полигоне Цабал руководящий состав ознакомится с вооружением и техникой и отработает нормативы их применения в боевых условиях. Планом сбора предусмотрены занятия в течение 2 дней по учебным группам. Сегодня для всех групп лекционный курс занятий. Завтра, 5 декабря, для группы руководства страны, районов, силовых структур в 10 часов начало практических занятий на полигоне Цабал по изучению вооружения военной и специальной техники, состоящей на вооружении в вооруженных силах, с предоставлением возможности выполнить упражнения учебных стрельб
из танков, боевых машин и других видов оружия. Группа номер 2, командный состав соединений воинских частей, в этом зале решает тактическую летучку. В проведении занятий принимают традиционно участие представители Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-майор Кравцов Веденей Вячеславович и подполковник Тимофеев Евгений Викторович. Отмечу, что Генеральным штабом Вооруженных сил России в укрепление обороноспособности Абхазии и развитие вооруженных сил вносится огромный вклад. Оперативно-мобилизационный сбор завершится контрольными занятиями, определяющими уровень военно-профессиональной подготовки командного состава Вооруженных сил Абхазии. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. 4 декабря спикер Народного собрания парламента Республики Лаша Ашуба от имени депутатов поздравил председателя службы государственной безопасности Дмитрия Дбар и сотрудников СГБ с профессиональным праздником – Днем службы государственной безопасности Республики Абхазия. В поздравлении, в частности, говорится: органы государственной безопасности прошли большой путь, неотделимый от истории Абхазии. Время их становления связано с Отечественной войной народа Абхазии и послевоенным периодом. Сотрудники органов государственной безопасности всегда находились на страже национальных интересов, рискуя своей жизнью, мужественно вставали на пути врага. Мы склоняем голову перед памятью ваших товарищей, отдавших жизнь за Родину. Сегодня лучшие традиции предшественников продолжает нынешнее поколение сотрудников СГБ. Они противодействуют новым вызовам современности, терроризму, наркобизнесу и экономическим преступлениям, обеспечивают информационную безопасность и охрану государственной границы Республики Абхазия. Конец цитаты. В день образования службы госбезопасности Республики Абхазия личный состав СГБ во главе с председателем генерал-майором Дмитрием Дбар возложили цветы к мемориалу погибшим в ходе Отечественной войны народа Абхазии, установленному в Парке Славы. В парламенте накануне состоялось заседание Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны под председательством Рашида Айба. В заседании приняли участие министр здравоохранения Эдуард Будба, директор РУП «Абхазформация» Рустам Адлиба, руководитель Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Дмитрий Тарба. Будба рассказал депутатам о состоянии дел в сфере здравоохранения, о задачах, стоящих перед министерством, и перспективах развития данной отрасли. Депутаты заслушали информацию от министра здравоохранения и директора Абхазформации о текущей ситуации с поставками, наличием и доступностью жизненно важных медикаментов. Обсуждались меры по стабилизации и улучшению системы лекарственного обеспечения, включая вопросы логистики, ассортимента и финансирования. В центре внимания были вопросы целевого использования средств адресной помощи ветеранам, обеспечения протезно-ортопедическими изделиями, а также решения других социально-бытовых проблем лиц, пострадавших в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Проект постановления правительства об утверждении границ дендропарка Государственного научного учреждения Ботанический институт Академии наук Абхазии обсудили на заседании Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии под председательством Тимура Бея. Данный документ является важным шагом для законодательного закрепления статуса и четкого определения территории ценного научно-природного объекта. В работе заседания приняли участие депутаты, министр сельского хозяйства Беслан Чопо, председатель Государственного комитета по экологии Савелий Чтанава, начальник Государственного управления лесного хозяйства Анзор Ашхацава, директор Института ботаники Эдуард Губас. Затем был рассмотрен проект закона о внесении изменения в статью 34 закона об особо охраняемых природных территориях. Представленный проект закона предусматривает распространение правового режима охраны особо охраняемых природных территорий, установленного законом от 2015 года на природные территории, созданные до его вступления в силу. По итогам обсуждения комитет решил продолжить работу над данным законопроектом.
Министр иностранных дел Абхазии Олег Барцыц встретился с новым президентом Федерации абхазских культурных центров Яузом Атрышба. Глава МИД поздравил Атрышба с избранием на высокую и ответственную должность. Подробности у Алисы Адлейба. Глава МИД Абхазии Олег Барцыц принял делегацию абхазских соотечественников из Турции, которую возглавил Явуз Атрышба. Министр выразил председателю Абхазфеда поздравления в связи с избранием на высокую должность. Мы очень рады приветствовать вас сегодня в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия после выборов в Федерации абхазских дернеков. И хочу поздравить нашего уважаемого брата Явуза Атрышба с таким высоким званием и уверен, что он его также достойно дальше будет нести, как достойно стоял со своим народом во время Отечественной войны народа Абхазии. Мы и дальше будем принимать здесь наших соотечественников, и взрослых, и детей, и студентов. И это сотрудничество каждый день, каждый шаг мы будем ставить на новую большую высоту. Со своей стороны Атрышба поблагодарил министра и заявил о готовности и дальше способствовать сближению абхазов Турции с их исторической родиной. Сыпсат гилуп бзиез будет, сюзчеги ипсат гил бзиер будет, ва харачоп, ала ибзена асха яхаргилер, тары ибзена ипсаны ялойт, аду ülkergi уги яхтахуп, уямзер акымзраки изахтузум, рабхиги арасан хон, агренсука иркин. По окончании официальной церемонии стороны продолжили конкретное обсуждение вопросов развития связи диаспоры с Абхазией. Алиса Адлейба, Торни Камичба, АБЗ ТВ. Во время 18-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве наша соотечественница из диаспоры Эльчин Адзенба, доцент университета Аднана Мендереса, Турция, озвучила ряд ключевых проблем, касающихся прав граждан Абхазии и международной изоляции нашей страны. На форуме она подчеркнула острую необходимость гуманитарных механизмов для защиты базовых прав, а также призвала государства-члены ООН искать практические пути решения проблемы непризнания абхазских документов. В интервью телеграм-изданию «Окно» Эльчин Адзенба рассказала о значении форума, о реакции его участников на ее выступления и трудностях, связанных с представлением интересов Абхазии за рубежом. Абхазия занимает очень важное место в моей жизни, в том числе и в моих академических исследованиях. С 2013 по 2019 годы я жила в Абхазии и работала в Центре стратегических исследований при президенте. По семейным обстоятельствам и из-за академической деятельности сейчас нахожусь в Турции, но Абхазия и абхазский народ всегда в моем сердце. Я посвятила свою жизнь независимости Абхазии и свободе моего народа. Поэтому выступать на такой площадке, как ООН, и доносить голос моего народа для меня имеет огромное значение. И не только в ООН. На всех академических и политических платформах, где я присутствую, я защищаю Абхазию и буду продолжать это делать. Когда вижу в интернете людей, которые благодарят меня или молятся за меня, у меня буквально мурашки по коже. На самом деле благодарности достоин прежде всего достойный абхазский народ, отметила в частности Эльчин Адзенба. Председатель Совета молодых ученых при президенте Абхазии Милана Бжаня приняла участие в Международной школе молодых футурологов, ключевом событии Центра «Дипломатия знаний» РГГУ, проходящем во Владимирской области с 1 по 5 декабря. Эта школа объединяет молодых ученых и исследователей из России и стран БРИКС для формирования общих видений будущего и развития многостороннего сотрудничества. Милана Бжаня выступила на интерактивной сессии, основанной на исследовании образа России и стран БРИКС в представлении молодежи. Министр туризма удовлетворил заявление директора ОПК «Пицунда» Фрикана Гунба об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Решение оформлено приказом
от 4 декабря. Временно исполняющим обязанности директора назначен Павел Кертбая, который будет осуществлять руководство без освобождения от своей основной должности заместителя директора ОПК. Министр туризма Астам Урлогуа выразил благодарность Фрикану Гунба за работу. Сочинские таможенники пресекли контрабанду более 1500 пачек сигарет в тайниках «Мерседеса». В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан автомобиль «Мерседес-Бенц», прибывший из Абхазии. В ходе таможенного досмотра иномарки было выявлено несколько тайников. Блоки с сигаретами находились в пакетах под капотом автомобиля, за сидениями, под обшивкой в полостях задних крыльев колес. Демонтировав тайники, сотрудники таможни изъяли 1530 пачек сигарет марки «Чапман», произведенных в Германии. Сигареты ввозились в Россию без обязательной маркировки средствами идентификации и российских акцизных марок. Табачные изделия и автомобили, использованные для незаконной перевозки, изъяты, возбуждено уголовное дело. Администрация города Сухум продолжает работу по благоустройству столичных улиц. Коммунальные службы администрации столицы продолжают системно работать над улучшением качества городской среды. Так ведутся работы по благоустройству на улице Воронова. В рамках осуществляемых работ особое внимание уделяется состоянию зеленых насаждений. В этой связи начался комплекс мероприятий по удалению опасных деревьев и очистке столичных улиц. На очередном выездном заседании комиссии по благоустройству было принято решение о необходимости ликвидации 2 больных деревьев платана по улице Воронова, которые представляли опасность как для водителей, так и для пешеходов. На их месте будут высажены новые деревья в количестве 3 платанов, которые уже заказаны. Также в целях улучшения городской среды на данной улице планируется высадка нескольких цветочных кустарников. В администрации напоминают, что удаление деревьев проводится только при наличии соответствующего разрешения от комиссии по благоустройству, в состав которой входят представители Госкомитета по экологии и Института экологии. 14 постоянно действующих депутатских комиссий созданы в СГС. На втором заседании Сухумского городского собрания нового 8-го созыва, которое состоялось 3 декабря, решали в основном организационные вопросы. Первые 3 вопроса повестки дня были посвящены формированию постоянно действующих депутатских комиссий, избранию председателей и членов этих комиссий. Собрание приняло решение о создании 14 постоянно действующих комиссий, а затем прошла процедура избрания председателей и определения составов комиссий. Самой многочисленной стала комиссия по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию. В нее вошли 10 депутатов, а председателем тайным голосованием был избран Беслан Квициния 13 голосами из 19. В этом году Сухумский физико-технический институт отмечает круглую дату 80 лет со дня создания. Наш телеканал уже знакомил зрителей с историей СФТИ. Сегодня мы расскажем о книге «Сухумский физико-технический институт. История развития и вклад в мировую науку». Издание было выпущено ограниченным тиражом и рассказывает не только о научной работе СФТИ, но и о людях, ставших неотъемлемой частью истории института. Подробности в репортаже Рады Чичава. Многолетней истории Сухумского физико-технического института можно посвятить тома книг. Уникальность ее несомненная и однозначно заслуживает детального изучения и увековечивания. С 1945 года, когда на Черноморский берег были привезены немецкие ученые, работавшие над созданием первой атомной бомбы в СССР, и до сегодняшнего дня СФТИ продолжает работу, являясь во многом кузницей научных кадров республики. По словам заместителя директора института Владимира Куницкого, идея написания книги, посвященной истории СФТИ и вкладу института в развитие мировой науки, возникла еще в 2023 году. Как говорится, идея как витала в воздухе, потому что все наши бывшие сотрудники, старые, довоенные, написали некоторые из них какие-то воспоминания отрывочные, но идея, ее озвучил впервые, один из редакторов Удовиченко Сергей Юрьевич, профессор, доктор математических наук. В данный момент он работает в Тюмени, но основное, начало своей, как говорится, научной карьеры он начал в нашем институте, родители его работали там. И вот он как-то при встрече озвучил эту идею. Я, естественно, ее поддержал, потому что у нас тоже были такие идеи, не книги, а идеи создания музея. Но технологически это, конечно,
намного сложнее, чем издать книгу. Вот. Я обратился к директору СФТИ, академик Академии наук Республики Абхазия Марколе Анатолию Ивановичу, доктору наук технических. Он тоже поддержал эту идею, поучаствовал в редакции и, что самое главное, профинансировал издание этой книги. Книга повествует об истории СФТИ в части открытых доступных данных, ведь многие разработки института все еще официально засекречены, и знакомит читателей с воспоминаниями сотрудников ядерной цитадели Абхазии. От краткой истории становления учреждения и апологии Синопа, написанной литератором, членом Союза писателей Абхазии Надеждой Венедиктовой, и до экскурса в самые интересные части исторического наследия СФТИ, запуска атомного проекта, термоэмиссионных преобразователей и многого другого. Как отметил Владимир Куницкий, выпущенная книга скорее относится к жанру научно-популярной литературы и может искренне увлечь каждого. И воспоминания бывших наших сотрудников, там Венедиктов, Лазарев написали, там, Кобяков, опирались на них и других публикациях. Это научно-популярная, можно сказать, книга. Кроме того, что отразить историю, чтобы, если не запишешь на бумаге, как правило, все это пропадает со временем, одно поколение уходит, другое, и все обрастает мифами, потом в действительности все это далеко находится. Мы еще надеялись, помимо освещения всех вот этих научных достижений, все-таки, чтобы привлечь как-то молодежь. Несмотря на ограниченный тираж, книга, носящая название «Сухумский физико-технический институт. История развития и вклад в мировую науку», действительно может погрузить читателей в захватывающий мир научной истории Абхазии, поведать об удивительной работе видных ученых, увлечь и вдохновить. Относительно небольшой фолиант, впрочем, рассказывает лишь о части известной истории СФТИ. К счастью, по словам Владимира Куницкого, вторая часть издания также увидит свет. Вторую книгу, она продолжение этой книги. Просто она это дополненное, расширенное будет издание. Сейчас мы над ней работаем, привлекаем других людей уже, которые не были вовлечены при работе с этой книгой. В книге небольшой тираж, всего лишь 100 экземпляров. Надеемся, чуть больше сделать. Выпущенная книга не просто издание для тех, чья жизнь и судьба неразрывно связаны с работой института, а увлекательная живая повесть, история с человеческим лицом, рассказывающая о монументальном наследии большой страны, о прорывных открытиях и людях, посвятивших жизни науке. Ведь Сухумский физико-технический институт – одно из наиболее значимых научных учреждений второй половины XX века, а книга, с которой, безусловно, должно познакомиться широкое большинство, важная часть восстановления бесценной истории, способной заложить основы будущего развития страны. Рада Чачава, Арестит Каракасиде, Абаза ТВ. Накануне спектаклем «100 лет одиночества» Маркеса завершили серию спектаклей больших гастролей актеры Русдрама на сцене Малого театра России. Сыграли «100 лет одиночества» в Москве при абсолютном аншлаге и с выдающимся успехом. Большой трехактный спектакль, сложные темы маркесовского романа, образный и эмоциональный стиль, 8 потрясающих актрис. Все это «100 лет одиночества», одна из лучших наших постановок. Мы благодарны зрителям, которые 3 дня были с нами в Малом театре. 4 декабря наши гастроли завершаются в театре на Страстном сразу 2 спектаклями. Спасибо, Москва, говорится в комментарии Русдрама. Ждали эти гастроли, и это свершилось. Только что со сцены такого театра, и впечатлений масса. Я, честно говоря, уже плохо соображаю к этому времени. Но, в общем, то, что произошло, это счастье для актера. Это еще раз доказать себе, что ты можешь, что все получается, и идти дальше, и покорять еще более высокие вершины. Спасибо. А что значит для театра, для нашего театра, вот такие большие гастроли? Это на той сцене большой? Во-первых, это большая честь. А во-вторых, это еще один флажочек о том, что мы говорим о себе, как о большом театре, сложимся, о том, как наши зрители нас принимают,
которые пришли сегодня. Это полный зал, аншлаг. Это те овации, когда не отпускали нас несколько минут и вызывали. И понимая, что в Москве очень сложно добираться домой, люди оставались и вызывали аплодисментами. Это большое счастье. Уже видела и с удовольствием посмотрела его еще раз. И я хочу сказать огромное спасибо актрисам. Я попросила своих студентов прийти поучиться, и они пришли сегодня, чтобы они посмотрели, как актрисы умеют работать. В общем, для меня это большая школа и какое-то актерское мужество. Спасибо большое. Я очень люблю ваш театр. Сейчас о погоде. В пятницу 5 декабря в Абхазии ожидается ночью небольшая облачность, днем преимущественно ясная погода без осадков. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 4 до 9, днем от 12 до 17 градусов. Температура морской воды 15 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 50 до 80%. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.